Если смотреть с моря на берег Сухумской бухты, то в глаза сразу бросается величественное строение Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба. В начале XX века на этом месте стояли здания театра «Алуизи», гостиница «Гранд Отель» и кинотеатр «Олимпия». В 20-е и 30-е годы здесь уже функционировал первый гостеатр Абхазии и гостиница «Бзыбь». В 1943 году здание театра полностью сгорело в результате попадания авиабомб при налете фашистской авиации. Как пишет пресса того периода, по личной инициативе Сталина Совет министров СССР принял решение о строительстве нового здания Сухумского государственного драмтеатра. По решению правительства эта стройка была включена в титульный список строек новой сталинской пятилетки. Авторами проекта здания театра являются архитекторы Чхиквадзе и Кравченко. Все технические чертежи двух этажей театра составил архитектор Кравченко. Жители Сухума с большим интересом следили за этой новостройкой. Сначала было произведено усиление фундаментов, на которых покоилась массивная облицовка фасада. Здание театра было облицовано местным камнем теплых тонов, гранитом, базальтом, а также белым известняком, заготовленным в селе Шрума Сухумского района. В фойе отделка производилась под лапотский белый, солецкий и шрошский красные мраморы. Вертикальные и горизонтальные плоскости купола были облицованы полированным ореховым и каштановым деревом. Из вестибюля зритель проходил в светлое просторное помещение театра. Отсюда две парадные мраморные лестницы ведут в красиво оформленное фойе, где в то время размещался и буфет. Фойе было отделано колоннадой в 2 яруса с верхним светом. Центр композиции – зрительный зал. Здесь, в центре купола, подвешена богатая люстра художественного литья и чеканки в бронзе и латуни с хрусталем. Люстра была изготовлена по специальному заказу в производственных мастерских Московского института прикладного и декоративного искусства. Был отделан плафон зрительного зала. Его диаметр равен 11 метрам. Плафон разбит на 24 радиальные части. Каждая из них украшена бронзированными лепными деталями различных орнаментов. Красивые бра боковых лож, портера, ярусов давали зрительному залу дополнительное освещение. Перед сценой была устроена оркестровая часть зала. Напротив сцены устроили 5 лож, а по бокам амфитеатром расположены общие места. Кубатура здания составляла более 50 тысяч кубических метров. Высота сцены 23 метра. Она была механизирована по последнему слову техники того времени. Сам зрительный зал был рассчитан на 750 мест, из которых 450 в партере. Работы по оборудованию сцены выполнила бригада всесоюзной конторы «Т-Монтаж». Сцена имела огнезащитный занавес. Общая стоимость работ в 1946 году была определена в 4 миллиона 250 тысяч рублей. Строительные работы вел трест «Сухумстрой». Мы видим в газете «Советская Абхазия» фото драмтеатра в строительных лесах. Внутренние балконы отделывали мастера по камню. Всеми необходимыми средствами и материалами стройка была обеспечена. Были выделены 10 новых автомашин, получены строительные механизмы, 2 подъемных крана, бетономешалки,
растворомешалки, электромоторы, а также мозаично-шлифовальные, паркетно-строительные и другие станки. Чтобы закончить сооружение театрального здания в установленный срок, работы велись методом народной стройки. То есть жители Сухума приняли активное участие во всех работах по городскому благоустройству, оказали помощь строителям здания театра. 48 мест в зрительном зале драмтеатра были оборудованы для слушания телеперевода спектакля. Первый опыт применения телеперевода был произведен в Сухумском театре 22 апреля 1951 года при постановке спектакля «Калиновая роща». Результаты оказались успешными. Сухумский театр явился одним из первых театров в Советском Союзе, применившим новое достижение техники. 13 июня теплоход «Ногин», имея в трюмах 1000 кубометров пиленного леса, под командованием капитана Шкаленко пришвартовался к причалу Сухумского порта. Получателем леса выступило строительство здания Сухумского государственного драмтеатра. Для выгрузки были созданы 4 бригады сухумчан. Строительству театра слали различное оборудование многие предприятия Советского Союза. Его заказы выполнили московские заводы «Динамо» имени Ильича, Шарикоподшипниковый, Ростовский радиаторный, Харьковский электромеханический и другие заводы. В городе Даутавпилсе, Латвийская ССР, для Сухумского театра по специальным эскизам изготовили стильную мебель из ореховой древесины. Вечером 30 апреля 1952 года были сняты леса со строящегося здания драмтеатра. Во всей красе и архитектурном блеске предстал фасад этого великолепного строения, оформленного художественным орнаментом. В новом здании драмтеатра состоялось торжественное заседание Сухумского городского совета трудящихся с участием представителей партийных и общественных организаций Сухума. Мероприятие было посвящено окончанию строительства здания театра. В 1967 году театру было присвоено имя Самсона Чанба. Таким образом, старое здание в стиле модерн сменилось величественной постройкой в архитектурном стиле «Сталинский ампир». В этом театре трудилось и работало не одно поколение абхазских артистов, и среди них был Иван Кокоскерия. Именно у его дочери Зули мы попросили поделиться своими детскими впечатлениями от посещения драмтеатра. Я думаю, нашему зрителю будет очень интересно, если вы нам скажете, чем отличался дизайн советского периода от современного. Есть ли отличия в театре, на ваш взгляд? Конечно, есть, и чувствует это каждый. Мне, как уже возрастному человеку, не хватает. Я все равно его люблю, какой бы он ни был. Но мне не хватает той теплоты, той ауры, которая здесь была. Вот. Вроде как ремонт сделан красиво, чисто, аккуратно, после войны тем более, и все, но не сохранилось. Много не сохранилось. Вот в частности, если мы будем смотреть, даже Да. вот колонны другой теплоты. Я даже вот чисто вот так визуально, я люблю вообще, когда я гуляю, тоже деревья потрогать, вот так постоять, люблю немножко поговорить с ним, если дерево мне нравится, Да. там и так далее. Вот такого чувства, такого тепла я не ощущаю, но это может быть и не очень главное. Да, это мое личное такое. Ну вот здесь, например, вот здесь красиво, все хорошо, современный гранит, современные все это работы, все может быть прочнее. Я в этом не разбираюсь, может быть это прочнее и красивее, но вот, например, мы сюда поднялись, да, и вот мы сюда идем, и здесь мне не хватает середина, пустая для меня середина. А что было раньше? А что было раньше? Здесь вот такой большой, ну, как это называется, цветник был.
цветник в диаметре 2,5 метра. Он диаметр был 2,5 метра, деревянный был. Деревянный, и вокруг вот этого круга, вот где-то вот так, вокруг этого круга диаметром 2 Да. метра были, если вы помните, синего цвета, такие же, как и в партере, Мгм. ряды были. Вот так было вокруг сделано. То есть они могли отдыхать. Они могли отдыхать, люди, которые... То есть здесь Здесь была цветущая клумба. вот такие пальмы были, которые только свет нужен Вот был не им. Да. ожидала. Да, это было так красиво. Елка ставилась рядом с ней, а потом, когда ее убрали, наконец она стала мешать, хотя она создавала такую красивую, а его передать трудно. Вот, и это все дополнялось. Вот сейчас поставили какие-то к вот этим дням поставили какие-то пальмы. Они маленькие, но здесь все равно все объемное требуется, потому что Да. большая площадь. Вот. Вот этого мне не хватает, да. Вот здесь А вот это, вот этот портал такой интересный. он, Здесь все невесты Абхазии снимаются. Ну, у да. вас какие впечатления от этого? Они, знаете, мне кажется, что они его капитально не изменили, потому что вот эта ковка, которая существует, она и есть так. Мне кажется, все самые лучшие резчики по камню, по дереву, все откликнулись, кстати говоря, когда узнали, что вот театр дотла почти сгорел, за исключением фундамента. Вот. Они все, чем могли, тем помогали. И хотели помочь и предлагали свои услуги, например, очень много было специалистов у нас вот в горах есть известняк, который можно было использовать, что они и делали, использовали для оформления внешних стен театра, внешней красоты театра. Вот. Ну, то, что они сейчас уже в наше время подкрасили под золото, сделали, оттуда, когда смотришь, то она смотрится красиво. Сама вот эта арка Да. очень красивая. Как вы попали вообще в этот театр, помимо того, что отец в детстве все время вас приводил сюда? Мы с удовольствием, куда с ним ходили, это вот сюда. Потому что здесь помимо сугубо трагических там пьес, которые были о трагедии, об истории нашего народа рассказывали, было очень много спектаклей комедийных, которые мы с удовольствием ходили смотреть. Ну и в определенном месте нас сажал предварительно дома, еще сказав, что вести себя надо прилично, ни в коем случае ничего, не бегать, Боже упаси. Ну, а его слово было законом. Даже не подумать не могли, чтобы... Мы сидели весь спектакль от и до, перед сценой, там мы потом посмотрим, там сцена крутящаяся, которая... Я помню, когда она не крутилась. Я помню, когда она не крутилась, но когда она стала крутиться, во-первых, для самих актеров, для наших, не так уж это было привычным. Они во время того, как она... И это все потихонечку. А потом вот это, Осваивалась. да, вот это вот убралось сразу, я помню даже это. И перед этим оркестровая яма, которую мы с удовольствием смотрели, когда папа уже уходил туда на сцену, туда. Вот. Мы знали, что он сейчас будет через несколько секунд там, или минуту, он должен выходить. Мы сейчас же на свои места. Ну, надо нам было посмотреть, подглянуть, кто там, что там это такое. Вот. Все сопровождались мелодиями. Они все хорошо, актеры, все хорошо и танцевали, и пели. И вот сейчас всякая техника есть, какую только захочешь. А тогда вот это было интересно. Вот я помню, как дирижер подавал им, ну, начинай, мол, и вот он солировал, понимаете, в какой-то пьесе, например, «Медвежий лог», там очень много песней, в «Хануме» много песен было, вот, они это все пели красиво. Ну, вот такая была своя аура. В таком дворце красоты
Не Да. могло быть по-другому. Не. Сам интерьер Да, диктовал. это для нас вот как в сказках пишут о дворцах, принцессы поднимаются, живут в этих дворцах, ходят, бегают, играют, гуляют и так далее. Вот так и мы. Не только мы, дети актеров, между прочим, самые послушные были дети актеров. Да. Потом помню, когда появились наушники. Наушники очень хорошо помню. Их не всегда выдавали. Зачем вам говорили, обсушим дырой, я лошхи, обсушила и рахот, и раху, и лошкала. Вот. Но для тех, кто не понимал, это нужно было, и причем за этим тоже очень следили. Как мы рассказываем сейчас, когда проводим экскурсии о становлении театра, все мы, как Дмитрию Гуле было трудно привести на сцену 2 актрис по всей Абхазии. Княжеские дочки были под расписку. Отцам он расписку дал полностью, что отвечаю за их Неприкосновенность. да. Зуля, ну вот я думаю, для всех будет новостью о том, что, оказывается, верхняя часть театра, точнее второй этаж, был Да. весь паркетный. И третий был. И третий И был. третий был. Вплоть до тех мест, вот где места, внизу все паркетом было сделано, не просто дерево. Все было паркетом. То есть после нашей войны все поменяли на мрамор. Да. Зуля, скажите, вот в техническом проекте мы с удивлением обнаружили буфет. Здесь был буфет. Да. И мы туда ходили во время антрактов. Ходили. Кстати, вот здесь вот была всегда, они сохранились несколько. Вот это место, вот этот весь проход, вот от любого куска этой стены висели фотографии 2-3 поколений. Вот и третье поколение уже. Первое поколение в мою бытность в детстве было, потом попозже второе. Это второе поколение. Это Вика Ман, это Алеша Ермолов, это Нурбей Камке, это Софа Агумава, это Этери Костина Кугония и много-много других, всех актеров второго поколения. Вот. Здесь висели фотографии актеров первого поколения, которые пришли сюда, которых выбрал в свое время. Это? Да. Выбрали Кондратий Дзизария вместе с Дмитрием Гулия. Кондратий Дзизария там, в Очимчирах, Дмитрий Гулия свою группу в свое время привел сюда. Вот. Ну и первое поколение, куда входили Азиз Рашатович Агарба, Разымбей Агарба, Лео Касланзе, Тыковы, вот, Пачалия, Шарахабзагович Пачалия, Минадор Иван, Цухба, Анар Гунканашок и так далее, Самсон Кубахия. Вот они вот здесь располагались, вот эти фотографии, начиная вот отсюда. Здесь вот висели режиссеры нашего театра, которые работали, музыканты, композиторы, которые участвовали в становлении спектакля. Вот эти вот стены все вот почти до конца были заняты с одной и с другой стороны. Были заняты фотографиями актеров. Мы смотрим, что и костюмы здесь какие-то представлены. Ну да, костюмы, кстати, я должна сказать, что роскошные костюмы. Они все выполнены и сшиты в Москве, сделаны из самых дорогих и натуральных тканей. Сделано, вы можете убедиться, это вот. Лучшие швеи этим делом занимались. Вся обувь, которая... Это из спектакля. Здесь вот выставлены 4-5 костюмов из спектакля, поставленного Нелли Эшбе.
вот, здесь поставленное. Но все приготовлено, привезено из Москвы. Костюмы настолько хороши, что их невозможно прятать где-то в коробках и так далее. А сам спектакль желательно было бы, если бы была возможность такая, восстановить его и пользоваться тем. Вы увидите там вот в музее целое огромное количество этих костюмов. Ну и вот еще красоту мы нашли, очень переживали. Она в свое время украшала два вот этих места. Вот. Это две вазы были такие, это подарок Михаила Лакербай нашему театру. Вот. Она на постаменте стояла, вот, и с надписью «Все как полагается». Ну а сегодня пока она так, мы рады, что мы ее нашли, это всегда можно успеть и сделать. В ближайшее время это будем. Ну вот здесь вот головные уборы из этого спектакля. Ну вот здесь сегодня там другое помещение, да, вот, но он располагался здесь. Это тоже небольшая комнатка, очень, очень все было красиво, там тоже убрано было, как полагается, в самых лучших ресторанах. Закуски, я помню, что была обязательно икра. И красная, и черная бутерброды сделаны были экзотически. Тогда мы бананы еще не знали, и этих, как они называются, ананасы, да. Мы их тоже, здесь мы впервые это увидели, да, мы детьми были, но мы вот здесь, ну, нам папа приносил иногда, когда подходили большие корабли, разрешалось туда зайти. Нас туда папа не заводил ни в коем случае, но сам он заходил, чтобы добыть нам вот этот ананас или банан. Очень дорого стоил, помню. И он нам рассказывал, говорит, почти, говорит, почти. То есть в любом театре всегда есть буфет. Был он и в нашем Конечно. театре. Еще какой был, культурный был, как полагается, не просто какой-то, вот как кафешка какая-то или что. Там и кофе, там не все кофе пили. Не все пили, а мы еще так посматривали, думали, что они там пьют. Два человека из всего, кто были здесь, и актеры тоже, ну, три человека максимум могли пить кофе. Все остальные пили сладкие напитки. Вот так, Ликеры, да, коньяки. ликеры, все. Полный ассортимент того, чего могло не быть в другом месте. Но это такое местечко было, сразу туда с большим удовольствием ходили. К тому, что было, пристройка к театру была в свое время для актеров, которые жили при театре. Они и работали здесь, и жили здесь. И теперь она стала еще больше, намного длиннее. Но там еще прибавились другие помещения подсобные, которые нужны для различных мастерских. Вот на первом этаже, вот даже сейчас вы видите, здесь вот они делают фигуру какого-то инструмента, думаю, что это контрабас, вот он прямо на воздухе это делает. Вот это мастерская по дереву, мастерские другие, художники, все это расположено на первом этаже. В 1947 году перед новым зданием драмтеатра был сооружен каскадный бассейн с гротом. Фонтан охраняли фигуры мифических грифонов, из разинутых пастей которых вырывались водные потоки. Грифоны – мифические персонажи, содержащие в себе силу льва и грифа, символ добра и зла. По древним преданиям, грифоны жили на неприступных вершинах Кавказских гор. Первоначально этот фонтан планировали установить в городе Батуми, но там от него отказались. Затем предложение поступило властям Абхазии. Сухумские руководители, посоветовавшись с инженерами из СУЭС, взяли фонтан и нашли для него место у театра. Специально для фонтана была построена насосная станция. Разноцветная подсветка фонтана была осуществлена бригадой сотрудников СУЭС в 1952 году под руководством опытного инженера-электрика Андрея Бартенева. Грифоны без ремонта украшали Сухумскую набережную более 60 лет.
Теперь уникальный фонтан отреставрирован, восстановлен сочинскими специалистами. Здание театра пострадало во время Отечественной войны 92-93 годов. В эти годы известный сухумский фотохудожник Владимир Левентас был назначен исполняющим обязанности директора драмтеатра. Весь военный год он с небольшим коллективом охранял здание театра. Однако снаряд ракеты «Град» разворотил крышу театра как раз над сценой. Пришлось директору и оставшемуся коллективу собственноручно заделывать отверстия. С 1993 года здание театра и внутреннее убранство сильно обветшали. Его восстановлением занялись летом 2009 года две строительные организации из Петербурга и Киева. Россияне отреставрировали внутреннее убранство Абхазского театра, а украинцы работали с каменными частями здания, полом и фасадом. 3 года шел ремонт. Более 400 миллионов рублей было потрачено на капитальный ремонт драмтеатра. Главная драматическая сцена Абхазии открылась после длительной реконструкции в 2014 году спектаклем под названием «Открытие театра». Итак, перед нами главный фасад здания драмтеатра. В глаза бросается входной портал с 3 арочными дверями, с художественным ажурным витражом, комбинированным из камня и металла. Площадь витража 70 квадратных метров. Особо витраж впечатляет, когда смотришь на него изнутри. Портал дугой обрамляет архивольт. Архивольт – наружное обрамление арочного проема. Фриз фасада украшен рельефными арочками с гирьками. На карнизе и поясе использованы архитектурные обломы или по-современному молдинги. Проемы дверей и окон обрамлены рельефным растительным орнаментом. В плоскости стены предусмотрены ниши, в которых установлены бюсты артистов и общественных деятелей. На входе слева бюст Самсона Чанна. Абхазскому государственному драматическому театру 73 года. Это очень маленький срок для здания. Тем более, если учитывать, что городу, где он стоит, уже более 2500 лет. И все же хочется думать, что в его сводах раскроется еще не один талант, и следующие поколения зрителей будут восхищенно любоваться его архитектурными формами.